За каждым четким шагом и грациозным жестом скрывается не только талант, но и желание быть первыми. И такие ежедневные репетиции позволили ансамблю «Таргим» показать свое мастерство на самых разных всероссийских и международных фестивалях. А совсем недавно указом Минкульта России ансамблю присвоили звание заслуженного коллектива народного творчества. Конечно, мы довольны, да, это нас сейчас, конечно, уже заставляет, чтобы мы работали намного больше, так как это очень почетное звание, которое нам дали. Нас сравнили с очень сильными коллективами, когда они уже раздавали эти звания. Вот есть Хасаюрт коллектив, очень сильный коллектив в Дагестане. А так, в Ингушетии мы первые с этим званием, и, конечно же, это нас стимулирует работать намного больше. Новость для Адама Бекова как художественного руководителя стала приятной неожиданностью. Свой творческий путь ансамбль «Таргим» начал больше 30 лет назад. За это время в нем сменился не один состав. Танцевал в нем и сам мужчина. Хореографию новым воспитанникам он ставит уже 9 лет. Вот и сейчас оттачивает с ними новый танец. Я себе поставил цель сейчас, чтобы поставить ингушскую постановку, ингушский танец, прямо чтобы вот такой у нас коренной, чтобы вложить в этот танец все наши обычаи, традиции и показать его уже на грантовом уровне. В репертуаре ансамбля 15 хореографических номеров, в их числе и танцы различных народов Кавказа. В коллективе 120 участников, 40 из них основной состав. 5 лет в ансамбле танцует и Хадижат Погорова. Изначально я не хотела ходить на танцы, но так получилось, что мама меня сюда отдала, и уже на протяжении 5 лет я уже здесь и занимаюсь танцами. Мне здесь очень нравится. Я надеюсь, что в дальнейшем я буду продолжать эту деятельность. Ахмед Гаургашвили в ансамбле тоже 5 лет и может похвастаться своим списком побед на различных конкурсах. Идея танцевать, как рассказывает парень, пришла случайно. Показывали по телевизору этот коллектив, я заинтересовался, я пришел сюда и занимаюсь. Вначале вот сложно было выучить движение? Нет, наш тренер Беко Адам нам показывал, и все, я дома повторял и освоил все движения. Ансамбль открыт на базе Карабулакского дома культуры. Учреждение по праву можно назвать кузницей талантов. Дети, занимающиеся здесь в различных кружках, победители и призеры всероссийских и международных конкурсов. Не только танцы, но и в вокале. Вокальный кружок в ДК открылся год назад. Занимается с воспитанницами Артур Хулагов, народный артист Ингушетии и профессиональный педагог по вокалу. Сегодня как преподаватель я ставлю голос, то есть я именно закладываю прочный фундамент развития и постановки голоса, а также вообще всего вокального развития. Это и артистизм, это художественная исполнительская часть, это сольфеджио, музыкальная грамота. В целом тот комплекс занятий, который действительно развивает настоящего артиста. Кубки, медали и грамоты дают воспитанницам стимул побеждать в различных конкурсах. Призовые места в 2 музыкальных международных фестивалях заняла 9-летняя Хава Батырова. В каких конкурсах ты участвовала? «Золотой орел» и «Моя звезда». Тебе понравились конкурсы? Очень. Я участвовала в многих конкурсах «Золотой орел», и я выиграла 2 гран-при и несколько первых мест. В пении важен не только голос. Значимую роль играет правильная осанка, пластика и артистизм ребенка. Поэтому некоторые из девочек совмещают 2 кружка – танцевальный и вокальный. Талантливых ребят в республике немало. И очень важно его вовремя раскрыть, уверен педагог по вокалу. Все мы обратили внимание, и родителям хочу сказать, чтобы они приглашали, приводили своих детей. Это очень важно, потому что мы здесь занимаемся именно профессиональным развитием. Это, во-первых, мы все знаем, что голос – средство общения. Если человек не владеет своим голосом, то, соответственно, это огромный минус. Хореография, ну тут понятно, что и спина ровная, и уверенность в себе. Поэтому у меня есть очень много детей, кстати, даже мальчиков, которые занимаются в музыкальной школе, на базе ДК и занимаются хореографией. Сейчас ансамбль готовится к отчетному концерту. Он пройдет в Доме культуры в следующем месяце. Ну а воспитанники ДК планируют и дальше радовать своих наставников новыми победами на конкурсах. Дана Плиева, Мухаммад Белакиев. Новости 24.